Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мухтарам джамаат. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату ассаламу аля ашрафил мурсалин. Сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи саллям. Мы с вами продолжаем изучение текста акиды имама Тахави в толковании имама Аль-Бабирти. На прошлом занятии мы говорили о предопределении. Сегодня имам Тахави, продолжая эту тему, говорит: وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ على شيء كتبه الله فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمع كلهم على ما لم يكتبه الله فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه وجف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. Значение «Вану'мину билляухи валь калам» мы верим в лаух аль-махфуз. У Крачковского переводится как «скрижаль хранимая», «валь калам» и «перо», «о джами'и ма фихи кад руким» и во все, что там записано. «Валу иджтама'а аль-халку куллухум аля шей'ин катабаху Аллаху фихи аннаху каинун лиядж'алуху гайра каин лам якдиру алейхи». И если все создания соберутся для того, чтобы сделать несуществующим то, что по предопределению Аллаху Та'аля должно существовать, и то, что записано в лаух аль-махфуз, они не смогут этого сделать, у них недостаточно могущества. وَلَوْ اجْتَمَعَ كُلُّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ فِيهِ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. И наоборот, если они соберутся, чтобы что-нибудь совершить из того, что Аллах Та'аля там не записал, то они тоже не смогут этого сделать. وَجَّفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Перо высохло после того, как записало все, что должно произойти до судного дня. وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. И то, что миновало человека, раба Аллаха Та'аля, не должно было его постигнуть. وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ. А то, что его постигло, не должно было его миновать. Итак, здесь имам Тахави начинает нам рассказ, объяснение, что такое лаух аль-махфуз и калам. Про лаух аль-махфуз, про обязательность веры в него мы узнаем из Корана. В аяте Аллаха Та'аля говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, бал хуа Кур'анун маджид фи лаухин махфуз». Нет, напротив, это величественный Коран в сохраняемой скрижали, в скрижали хранимой. Про калям Аллах Та'аля в Коране в другом аяте говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, нун валь калями ва ма ястурун». Нун, клянусь калямом и тем, что он написал. Из этих аятов мы понимаем, что вера в калям и лаух аль-махфуз обязательна. И более подробно про калям и лаух аль-махфуз мы узнаем из хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где сказано: «Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуль». Убада ибн Самит рассказывает этот хадис и говорит: я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Инна ауаля ма халяка Аллаху аль-калам». Самым первым созданием Аллаха Та'аля был калам, перо. «Каля лаху уктуб». И Аллах Та'аля сказал ему: «Пиши». «Факаля я рабби, ва мада актуб». И перо спросило: «О Господи, а что мне записывать, что писать?»
«Каля уктуб макадира кулли шейин иля йомил киямах». И Аллах Та'аля ответил: запиши предопределение каждой вещи вплоть до судного дня. И таким образом, по приказу Аллаха Та'аля, по его велению, согласно его знанию, калям записал все, что должно произойти. То есть все эти события, поскольку пророк ﷺ говорит, что калям был первым созданием Аллаха Та'аля, это говорит о том, что все эти события происходят до сотворения Вселенной. То есть еще ничего нет. Аллах Та'аля создал калям, и калям, согласно знанию Аллаха Та'аля, по его велению, записал все, что должно произойти. И действительно записано все до, скажем, то, что нам кажется мелочью, мы говорим все до мелочей, но на самом деле в истории Вселенной, в истории человечества это может быть даже не мелочью. Как известно, в одном из аятов Аллах Та'аля нам сообщает, что даже лист с дерева не падает без его ведома. То есть и это тоже в Лаух аль-Махфуз записано. Также можно привести одну историю, которая произошла после того, как Колумб открыл Америку. Начинается, как известно, постепенно колонизация материка Новой Земли. И вот один отряд европейский высаживается на острове рядом с Америкой, с американским континентом. Они пытаются его завоевать, но все погибают от малярии. Как известно, распространителем малярии является комар. То есть Аллах Та'аля заранее знал, какой комар, какого солдата должен укусить, ужалить. Знал, насколько сильный организм у этого солдата, сколько будет продолжаться болезнь, сколько он продержится и когда покинет этот мир. И как вирус малярии будет влиять на этого человека. То есть все абсолютно Аллах Та'аля знал и до сотворения Вселенной, и до сотворения людей. И в Лаух аль-Махфуз это все записано. Если говорить про калям и Лаух аль-Махфуз, мы не знаем, что они из себя представляют. Является ли калям чем-то вроде гусиного пера, ручки или чем-то, скажем, каким-то предметом, фиксирующим информацию из тех, что известны нам, скажем, какой-то магнитной головкой или чем-то неизвестно. То же самое, представляет ли Лаух аль-Махфуз из себя книгу или что-то другое, тоже нам неизвестно. Но если мы рассмотрим все известные способы сохранения информации, которые человечество познало за всю свою историю, то у всех у них есть недостатки. Если это клинопись на глиняных дощечках, то дощечки бьются, ломаются и так далее, тому подобное, теряются. Если это, скажем, бумага и перо, бумага горит, береста тоже горит. Если это, скажем, магнитные кассеты, то они размагничиваются. Жесткий диск компьютера, у него тоже есть свои недостатки. У лазерных дисков тоже, у флешек тоже. То есть нигде нет гарантии стопроцентной сохранности информации. Что касается Лаух аль-Махфуз, то есть единственное, что мы можем о нем сказать, то есть мы не знаем, что он из себя представляет, но единственное, что мы можем о нем сказать, что, во-первых, стопроцентная гарантия сохранности информации, стопроцентная гарантия ее неизменности и стопроцентная гарантия ее недоступности. То есть информация оттуда не потеряется, гарантированно сохраняется 100%. Информация не изменится, никто туда не может ничего добавить и ничего оттуда убавить тоже не может. И также
стопроцентной гарантии недоступности, мы сказали. То есть нет возможности туда заглянуть, шпионаж, узнать, что там, и рассказать другим. Никто не может. То есть вот это про лаух аль-махфуз мы смело можем говорить. Именно поэтому имам Тахави, продолжая, говорит, что если все люди, все создания, то есть, больше имеется в виду, конечно, разумные создания, люди, джинны, ангелы, если все соберутся и попытаются внести туда то, чего там нет, то есть по предопределению Аллаха Тааля, этого не должно произойти, или то или иное создание не должно появиться. Они не смогут сделать так. И наоборот, что-то оттуда убрать, удалить, то есть что-то Аллах Тааля предписал, что должно быть. И все люди, джинны и ангелы собрались, чтобы этому противостоять, чтобы это убрать. Тоже не смогут. То есть безграничное абсолютное знание Аллаха Тааля, и, как мы с вами на прошлом занятии говорили, безграничное абсолютное могущество Аллаха Тааля. И знание Аллаха Тааля всегда совпадает с его могуществом. То есть, если Аллах Тааля что-то предписал по своему знанию, то он обязательно это осуществит своим могуществом. Но если привести пример, скажем, божественного знания и предопределения, чтобы нам было понятнее, скажем, мы с вами собираемся провести какое-то мероприятие, скажем, вот в этой мечети, конкурс Корана для детей. Составляем план мероприятия, скажем. Например, мероприятие должен быть, например, мэр, приветственное слово, дальше приветственное слово муфтия, дальше председатель жюри объявляет правила, потом у нас, например, человек 50 участников этого конкурса, дальше следующий пункт, то есть они читают Коран, дальше работа жюри, дальше награждение, дальше традиционное чаепитие. Вот мы составили план, назначили число, и у нас могут быть разные варианты. У нас может произойти совпадение, что и мэр пришел, и муфти пришел, и все участники пришли как положено, и призов на всех хватило, и чая, и так далее, и тому подобное. Но поскольку наше знание, и наше могущество ограничено, то у нас нет никакой гарантии, что мэр не отвлечется, не уедет куда-то в командировку, муфти то же самое, что обязательно будет присутствовать, и так далее, там подобное, что именно 50 человек у нас придут, а может кто-то заболеет, кто-то поедет к бабушке картошку сажать, и так далее, там подобное. Тогда у нас будет изменение и в работе жюри, и в награждении, и в чаепитии тоже изменения. То есть у нас может совпасть, может не совпасть. Что касается Аллаха Тааля, то его знание и могущество всегда 100% друг другу соответствуют. Если Аллах Тааля знает, что это должно произойти, что должно это быть создано, то своим могуществом, 100% гарантии, это будет, обязательно произойдет, это обязательно будет создано. Именно поэтому в продолжении имам Тахави говорит, то, что должно миновать человека, то его никогда не постигнет. То есть, какая-то беда. Но эта беда никогда с человеком произойти не должна. Никогда не произойдет. Это пример, вот некоторые боятся на самолетах летать, есть такие люди. Но если человеку не суждено погибнуть в авиакатастрофе, этого никогда ни за что не произойдет. И есть примеры, когда люди упали. Это единичный пример, конечно, но в любом случае. Женщина упала с высоты 5000, осталась живой. Другой пример, с высоты 10 тысяч, тоже осталась живой. И наоборот. А то, что человека в жизни постигло, он просто не было у него вариантов избежать. Это с ним обязательно должно было случиться. Соответственно, вот это понимание предопределения, оно дает нам, как верующим, психологическое успокоение. То, что Аллах Тааля предписал, все равно мы избежать не сможем.
а то, что Аллах Та'аля не предписал, все равно нас не постигнет. Кстати, об этом говорится и во многих книгах по успеху, и Дейл Карнеги, кстати, об этом тоже пишет. Он предлагает прикинуть вероятность того или иного события, потом предлагает себе нарисовать самый худший пессимистичный вариант и на этом успокоиться. То есть принять этот вариант, что если произойдет то-то, 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 будет то-то, то-то. Ну, самый, так сказать, пессимистичный вариант – я погибну. Представили, смирились и дальше живем спокойно. Нам вот эти все психологи, они особо, если мы правильно верим, если мы правильно понимаем свою акиду, все эти психологические техники, они, в принципе, нам особо и не нужны. Вот оно, наше лечение. Дальше имам Тахави говорит: «وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل شيء كائن من خلقه فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه». Дальше имам Тахави говорит о неизменности предопределения. И каждый раб, то есть каждый человек и джин, то есть все создания Аллаха Та'аля должны знать, что знание Аллаха Та'аля извечно в отношении каждого его создания. То есть до создания Аллах Та'аля об этом создании все знал, и обо всем, что с ним должно произойти, тоже знал. Но при этом Аллах Та'аля наделил нас возможностью выбора. Но что мы выберем, Аллах Та'аля заранее знал. Мы с вами приводили пример, как отец посылает сына в магазин за хлебом и потом моделирует ситуацию. Мы повторяем, напоминаем. То есть Аллах Та'аля знает нас лучше, чем наши родители. Аллах Та'аля знает каждого из нас лучше, чем изобретатель знает свое изобретение. Поэтому нет ничего удивительного, что Аллах Та'аля все это заранее знал. فَقَدَّرَ ذَلِكَ بِمَشِيئَتِهِ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا. И Аллах Та'аля предписал это своей волей в качестве предопределения окончательного, неизменного. «Лейса лаху нақидун», ничто не может отменить его, «Оля муаккибун», ничто не может после божественного предопределения что-то добавить, «Оля музилюн», отменить, «Оля мугайирун», изменить, «Оля мухауилюн», тоже изменить, «Оля накисун», оттуда что-то убрать, уменьшить, «Оля заидун», ничего туда добавить, «Мин халькихи», из числа создания Аллаха Та'аля, «Фи самавати ва ардихи», в небесах и на земле. То есть никто в небесах и на земле не способен никаким образом изменить то, что предписано Аллаху Та'аля. Это связано с его безграничным знанием и могуществом. Некоторые задают вопрос иногда, что вот есть хадисы, что якобы дуа, молитва меняет предопределение. Потом есть хадисы о том, что общение с родственниками, поддержание родственных связей удлиняет человеческую жизнь. Как это понять? На самом деле нужно всегда помнить, что Аллах Та'аля обладает абсолютным, безграничным, точным знанием. Поэтому в знании Аллаха Та'аля ничего измениться не может. Точно так же могущество Аллаха Та'аля абсолютно, безгранично. Поэтому могущество Аллаха Та'аля тоже неизменно. Поэтому, как понимать эти хадисы? Дело в том, что поскольку Аллах Та'аля знает абсолютно все, Он заранее знал, что Абдурахман Абдурахманович в такой-то день придет в мечеть, задумается об этой проблеме в своей жизни, будет просить у Аллаха Та'аля делать дуа. Аллах Та'аля знает, как он ответит на этот дуа.
То есть в знании Аллаха Та'аля никаких изменений не может быть. Аллах Та'аля заранее знал, как он ответит этому Абдрахману Абдрахмановичу. То же самое, если мы говорим про хадис об удлинении жизненного срока. Ученые его объясняют по-разному. Естественно, суть этого хадиса известна только, на самом деле, только пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что подразумевалось. Но ученые дают следующее толкование. Либо Аллах Та'аля этому человеку даст баракят в его жизни, и за свою короткую жизнь он может сделать очень много. Либо здесь может идти речь о том, что этого человека после его смерти еще долго будут упоминать. Ну, например, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в течение 24 часов в сутки постоянно на земле кто-то ему салават говорит. И это продолжается уже 1400 лет. И так далее, и тому подобное. То есть знание Аллаха Та'аля неизменно, но суть этих хадисов, аятов, мы ее признаем, она известна на самом деле только пророку, саллаллаху алейхи вассалям, но есть определенные мудрости, которые мы пытаемся в них искать. Дальше имам Тахауи затрагивает еще один из атрибутов Аллаха Та'аля – ат-таквин, создание, сотворение этого мира. Имам Тахауи говорит: «Валя якуну мукавванун илля битаквинихи, ват-таквину ля якуну илля хасанан джамилан». Имам Тахауи говорит: и любое творение возникает только благодаря сотворению Аллаха Та'аля. То есть у Аллаха Та'аля есть сифат, творение, сотворение, он творец, мы говорим. И только благодаря этому сифату, или только как результат этого сифата, возникает то или иное творение. Вот таквину ля якуну илля хасанан джамилян. И любое творение Аллаха Та'аля может быть только прекрасным. И творение Аллаха Та'аля, как поясняет имам Баберти, давая толкование, وهو تكوين للعالم ولكل جزء منه في وقت وجوده. То есть это сотворение мира и каждой его части в то время, когда оно должно появиться. И мы можем расширить и сказать, то есть это сотворение того или иного создания в то время, когда оно должно появиться, в том месте, где оно должно появиться, и в том виде, в каком оно должно появиться. То есть вот таким образом Аллах Та'аля творит свои творения. فهذا من عقد الإيمان وأصول المعرفة واعتراف بوحدانيته وربوبيته كما قال الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا من عقد الإيمان. Такова суть веры, говорит имам Тахауи. وأصول المعرفة – это основа познания. То есть именно так мы должны верить, и именно таким образом должны познавать Аллаха Та'аля. واعتراف بوحدانيته وربوبيته. И именно согласно этих правил будет правильное признание единства Аллаха Та'аля и его господства. كما قال عز وجل, как в Коране об этом сказано, وكان أمر الله قدرا مقدورا. И веление Аллаха Та'аля было предписанным, известным. И завершает этот отрывок имам Тахауи словами: «Фауилюль лиман сара лилляхи фил кадри хасиман, ва ахдара линназари фихи кальбан сакиман, лакад ильтамаса бивахмихи фи фахсал гайби сирран катиман, ва ада бима каля фихи аффакан афиман». Фавайлюн, говорит имам Тахауи. Вайль – это горе. Если мы в тафсире посмотрим, вайль – это еще долина в аду, как говорит муфассир. Но здесь мы говорим горе, говорит имам Тахауи, для того, кто становится соперником Аллаху Та'аля в вопросах предопределения, то есть восстает против Аллаха Та'аля. И он своим больным, слабым сердцем
пытается изучать, углубляться в это предопределение, то есть разумом. Наш разум на самом деле ограничен. Как говорят ученые-психологи, среднестатистический человек может использовать свой разум всего на 3%, ну а гении на 10%. Но даже гении не способны ответить на некоторые вопросы, иногда даже простые. Да, мы ограничены, и своим ограниченным разумом мы не способны постичь безграничные знания Аллаха или безграничное Его могущество, с которыми как раз предопределение и связано. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. Он своим воображением пытается искать скрытую тайну, но поскольку она скрыта, этого найти невозможно, и воображением это открыть невозможно. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. И в итоге, после вот этих всех поисков, он возвращается, если что-то он говорит по поводу предопределения, он все равно возвращается аффакан афиман, лжецом и грешником. То есть, даже если мы будем пытаться туда углубляться, что-то искать, как-то предсказывать, в любом случае мы будем из числа тех, кто ошибается, поскольку это тайна, она спрятана, и в целом мы предопределение изучать должны, поскольку это часть нашей веры, мы его должны хорошо знать, но частные вопросы мы познать не в состоянии. И что бы мы ни сказали, какое бы мы предсказание мы ни сказали по поводу вот этих частных вопросов, мы в любом случае будем ошибаться.